В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Заместитель генерального директора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами обвиняется в злоупотреблении полномочиями. В результате ее преступных действий ущерб составил более 1 миллиона рублей. Отмечается, что на период предварительного следствия фигурантке была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба по инициативе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемой. По версии следствия, обвиняемая в период 17 по 18 годы, достоверно зная, что на расчетном счете фирмы имеются денежные средства, используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, дала бухгалтеру обязательные для исполнения указания по переводу денежных средств на свои личные банковские счета под видом выплаты заработной платы и иных платежей работникам. В результате чего на счета обвиняемой поступили денежные средства организации на общую сумму свыше 1 миллион 100 тысяч рублей, которые ею использованы на иные цели, не связанные с уставной деятельностью организации. Полицейские задержали подозреваемых в грабеже в Якутске. По сообщению регионального МВД на пульт оператора 02 поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома двое неизвестных с применением насилия отобрали сотовый телефон и наручные часы. Подозреваемыми оказались двое безработных местных жителей в возрасте 31 и 27 лет. Выяснилось, что поздно вечером потерпевший возвращался домой, находясь в нетрезвом состоянии. Возле продуктового магазина он встретил двоих незнакомцев, с которыми продолжил распитие алкоголя. Через некоторое время компания решила зайти в ближайший подъезд. В подъезде жилого дома между ними возник конфликт. Новым знакомым показалось, что заявитель грубо с ними обращается. Приятели начали избивать мужчину, после чего сняли наручные часы, забрали сотовый телефон и кошелек. Похищенный смартфон они сдали в ломбард. В их отношении возбуждено уголовное дело. Житель Сунтарского района осужден на 13 лет за убийство. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В июне прошлого года пьяный 23-летний мужчина пришел домой к потерпевшему и, разбудив его, вызвал на улицу, где между ними произошел конфликт, переросший в драку. В ее ходе подсудимый не менее 9 раз ударил мужчину по голове профильной трубой. В суде подсудимый вину в умышленном совершении особо тяжкого преступления не признал, выдвинув версию, что убийство им совершено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения. Однако присяжные заседатели признали убедительным представленные государственными обвинителями прокуратуры доказательства и вынесли единодушный обвинительный вердикт, а также пришли к мнению о том, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Его приговорили к 13 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения топлива с предприятия в Якутии. Подозреваемый водитель данной организации. Договорившись с одной из сотрудниц предприятия, он получал путевые листы, однако по указанным в них маршрутам не выезжал, а с помощью специального приспособления накручивал показания счетчика километража служебного автомобиля. Излишки же топлива сливал и продавал сторонним лицам. Установлена причастность фигуранта к хищению свыше 3 тонн дизельного топлива на сумму около 170 тысяч рублей. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление круга лиц из числа работников и руководителей организаций, причастных к систематическим хищениям ГСМ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении предполагаемых участников преступной схемы. Сильный пожар произошел во вторник в одной из школ в столице Нигера, городе Ниамей. Погибли по меньшей мере 20 детей. Все они занимались в подготовительных классах. Подробности в следующем материале рассказывает Артем Сторонов. По меньшей мере 20 учащихся подготовительных классов погибли во вторник в результате сильного пожара, охватившего школу в одном из бедных районов столицы Нигера Ниамея. Как рассказали спасатели, огонь полностью уничтожил 21 соломенную хижину, в которых располагались учебные комнаты. Пламя распространялось так быстро, что некоторые дети оказались в ловушке. Причину возникновения пожара пока не установлена. Полиция ведет расследование происшествия. На место трагедии прибыл премьер-министр страны Ухумуду Махамаду. Потерять таких маленьких детей, особенно в начале Рамадана, это очень печально. Мои соболезнования их семьям. Мы разделяем их горе, ведь это были наши общие дети. Если выяснится, что это был поджог, мы сделаем все, чтобы преступники были наказаны. По данным местных властей, в общей сложности в школе обучались около 800 человек, включая тех, что занимались в подготовительных классах. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и увидимся в следующих выпусках.